было. Трехкратный чемпион России, чемпион первых европейских игр, двукратный чемпион Гран-при Иван Игригин, мастер спорта международного класса. Бояр Сиренов, бронзовый призер чемпионата России, призер и победитель международных турниров, мастер спорта России, старший тренер по вольной борьбе среди молодежи. Цыбик Максаров, бронзовый призер чемпионата России, чемпион Кубка Европейских наций, мастер спорта международного класса, самый титулованный борец по национальной борьбе. Чуть позже еще подъедет Алдар Балижинимаев. Ну, мы сейчас и просим вас задавать не одному конкретному борцу, а всем. Так, кто желает первый? Еще раз всех с Новым годом. Хотела спросить, с какого возраста вы стали заниматься борьбой? Потому что у меня два сына, и как бы один у меня уже занимается, второй уже подходит. Лучший возраст, ну не лучший вообще, ну как бы. В каком классе учится? Мы в садик ходим. Ну, мы просто старше, выглядим старше, это не так, у меня мальчик. Желание, потому что мы вообще с 5 лет. И тэквондо, и 7 лет. Вообще, борьба – это такой вид спорта, он немножко сложно координированный, тяжелый вид спорта. Для начала я начал с 9 лет на борьбу пошел. И у меня так сложилось, что я сразу с первых 2-3 дня потренировался, с 5-7 до 8, до 9 лет лучшие виды спорта, которые развивают все группы мышц. Борьба – это самый тяжелый вид спорта из них. И она тоже является координированный вид спорта. Я вот считаю, что для начала, чтобы укрепить детей, Смотря ребенок еще какой, например, большой такой крупный ребенок же есть, бывает с ними уже совсем по-другому, чем вот эти средние, ну, там ребенок крупный, а кости еще не формировались. Вот такие ребята тоже, ну, он желает борьбой заниматься, да? Таких. Когда вы выходите на контакт, что, во-первых, чувствуете, а во-вторых, можете ли вы оценить, например, своего соперника таким образом, да, победа будет за вами или все-таки нет? давайте... Ну, соперники разные бывают, наверное. Я всегда выхожу, ну, неважно, с кем уже выходишь, настраиваешься на победу только, а там, если ты настраиваешься, так что надо выходить, Значит, уверенность 50% победы? больше. Даже, да. Даже больше? Да. А если ты насчет соперника знаешь, мы там изучаем соперника в психологическом плане, как настроен. Так надо настроить. 10, если это необходимо. После того, как вы скидываете, как восстанавливаете свои силы? Вот это такой серьезный вопрос, на самом деле. Восстановление, но это очень важный фактор. Один из главных факторов. Вес сделать это одно, восстановиться это самый большой, самый. Тренировок, ты если хорошо нагружался, да, подготавливался там месяца 2-3, скажем, к этому турниру, и борешься первый круг, ну, последующие круги. Ну, хобби, как сказать, вот, Саня точно знаю, он бильярд очень любит играть, тоже бильярд. Так сказать, наше
традиционная борьба, она развивает. Мне лично дало, она как я сохранился как спортсмен, ну, в вольной борьбе, да, там в национальной борьбе как бы работали, начал, ну, совершенствовать вольную борьбу. Я там сохранил все. Поздно пришел. Ну, самый хороший вид спорта, вот все национальные приемы, национальные движения мне дает вот, в вольной борьбе, помогает там бороться. Видите, я игры, может, ну, бурятские олимпийские игры, там борются все победить. Получается, там стали и население наше очень много внимания. Ну, там было средства, чтобы развить национальную борьбу именно. Ну, так сказать, усилили, да? Вот, считайте. Такой политический рассказал. Вот уже сейчас заступил, да, на пост новый глава, да, президент Алексей Самбуевич. Влияет ли это на спорт? Будет ли поддержка вольной борьбы? Так как, ну, я знаю, что Вячеслав Грицаруев является мастер спорта, по-моему, да, по тайскому боксу. Да. Тем не менее, я, знаете, был очень сильно впечатлен тем, что как он думаю, у нас намного положение намного улучшится. Тем не менее, и он же, мы все знаем, что он очень любит спорт ММА, UFC. И на этой встрече вопрос задали. Такой, это я считаю такой прямой вопрос. Он говорит, я говорю, да, мы все надеемся на лучшее. У нас также сейчас решает пост главного тренера республики. Вот, в ближайшие дни, наверное. Ну, Фадзаев, ну, очень-очень много на самом деле, и все то, что все с борьбой, там у меня журнал был, я как бы их только первый раз видел. А на самом деле мне, ну, как бы, спорт такая штука, что вот мне на самом деле довелось с ними познакомиться, пообщаться со многими. Спортсмены кумиры. У меня вот эти ребята были кумирами, они меня старше на 6 лет, 7 лет. Когда я маленький был, я приезжал на соревнования на окружные из Иркутской области. Саня, он там боролся, я тоже наблюдал. Думал, что за зверь. И так же мы сюда приехали. Ну и потом вместе начали тренироваться. У каждого спортсмена, наверное, есть кумиры в своем виде спорта. И сам Жизинского района, и в Гусезерске есть пост. Остановили отца, говорит, откройте багажник. И открыли багажник. У меня сумка такая здоровая. И я все там, вопросов больше нет. Вот кумиры у меня были Карелин, Сайтиев. Знаете, вы были на этой встрече? Я на этой встрече, к сожалению, не был. Я был на сборах. Мы все знаем, что в борьбе у них проходит Кубок Аги. Там такой ажиотаж бывает. Бою. Можно было организовать такое. Я в будущем, думаю, все равно к этому, наверное, придем. У нас в Агинске проходит кубок, да, Кубок Аги, там 3 района борются, Моготский, Агинский, Дургинский, и там младший возраст, ну, юноши, мужчины и ветераны. Какого года юноши? Ну, юноши, старшие юноши, 16-17 лет, да. И действительно очень интересная такая борьба, вообще там зал гудит. Вообще такой ажиотаж. И в этом году разговаривали насчет этого. И в сентябре планируется вот Кубок Усть-Ордынского округа, Агинский и Бурятия. Вот эти по 3 возрастам. В сентябре планируют. Этот кубок, да. То есть где-то в Улан-Удэ или В Улан-Удэ, наверное, скорее всего, да. А именно, допустим, в борьбу заставлять, если родители хотят этого. Я думаю, не надо. Если ему понравится, то он останется. Я, в общем, ходил сначала, я в деревне жил, потом переехали в районный центр. Я из Иркутского района. Мотивацию
да, в детстве или сейчас, во взрослой жизни, когда вы побеждаете один турнир за другим, как можете, как спортсмен, как тренер, вы как мотивируете себя и своих учеников? Развивается быстрее своего, возраста, грубо говоря, тоже крупный. И насколько это, травмоопасно, вот если ему 6 лет, исполнилось, а вот он ходить там на общую массу тренироваться, так, чтобы главное, с большими товарищами, чтобы не боролся. Они могут его спорить. Обычно так как бывает. Большие дети борются на один. Обычно они, чуть заматеревшие, там, большие, сильные, и могут его травмировать. Все тяжело давалось, опять весь атрофировался, по 10, не то что 10 раз, я там 50 раз потянулся, это ни разу. Там несколько, лесенку сделал, в общем, до 10, только вверх. Все, я неделю руки не разгибал. Ничего, все тяжело было втягиваться. Были люди на самом деле рядом все-таки, которые еще верили. Это давало какую-то поддержку, мотивацию. И самое главное, наверное, это все-таки вера в себя. Как ты сам в себя веришь. Там, много случаев было, там много мотивирующих фильмов ходит. Я как раз как-то домой приехал откуда-то, фильм показывал, там, на реальных событиях про боксера фильм. Название не могу вам сказать. В общем, там он в аварию попал и шею сломал. Получается, в 2010 году у нас Перми, Россия. Получается, в 2010 году Россия у нас была в Перми. Туда я поехал, получается, второй раз на этот год, на Россию, чтобы бороться. И тренировался в деревне, село Киржинга, тренер был Пашан Валерьевич. Трудно было пресс сделать, в первую очередь. Еле-еле сделали. Стали, думал, что делать, как так-то? Тренер ругает меня. Я же тебе говорил, не надо так. Плохой, хороший якут был. И все с ним еле-еле отборолся, его выиграл, потом еще одного выиграл. И так до финала Столовна был, чемпион Европы был. И настраивался на него. Конечно, тренер говорил, как с ним бороться, как с ним, и ЕГЭ сдал, конечно. И поехал на отборочный турнир в Польшу. Туда же опять 7 килограмм гонял. Еле-еле тоже сгонял, на улице бегали, а там у нас ковров не было вообще. Только пустыня. Вода сладкая. Да. Нет, вкус ты ее понимаешь, только она безвкусная же. Вода водой. Ты вот обычному человеку реально не понять, который никогда не нуждался от засухи, от воды, которую пить сильно не хотел, нереально понять, какая вода вкусная, и цена какая у воды. Так себе иногда задумаешь, нафига тебя в пустыню загнать на неделю без воды, или как будет человек мучиться, если, например, в Африке там люди, мы тут из крана свободно воду можем пить, а там у них дефицит воды. Они из лужи пьют. А сейчас, например, все у нас, вот так, климат меняется, да, вода пресная, уже, во многих странах дефицит, да, воды, например, на самом деле вода дороже, бензина всякого стоит. Дорогая же вода, это у нас пока есть возможность, да, мы пьем из крана. Вот, если, думаю, такую возможность убрать, и люди на самом деле всю жизнь пили нормально, но они не могут оценить воду на вкус ее, невкусная вода. Вот здесь такие ситуации наступают, когда ты реально неделю нормально не пьешь уже. Но тогда ты вот понимаешь, даже есть неохота, не то, что там пить охота. Здесь вот Хитрости, борешься да? по плану, по ходу схватки уже видишь, смотришь на него, как он двигается, в глаза смотришь.
И вот уже после второго периода я уже заметил по глазам, что он устал, он начал вздохи свои всякие делать. Хватит, остановись. А я наоборот, мне это сил придало. Думаю, если я еще добавлю, он еще больше устанет. Как вы думаете, что не хватает? Ну вот я книгу прочитал этого, как ее. Хотел назвать. Русская классика, зарубежная. Не, зарубежная. Русский народ? Да. Ну, самая такая, колобок, теремок, репка. Все знают. А у вас? Ну, я вообще так мало читаю, честно. Ну, я сказки. Как-то я лежал в больнице, да, по школе. И мне дали какие-то бурятские сказки. Скажи, много книг читал, но не дочитал. Ну, я честно скажу, я не дочитал, но сказок 10-15 я точно прочитал. А так вот у меня такая слабость, я начинаю читать, у меня глаза слезятся, я засыпать начинаю. Как же сам? Что уснуть? А у вас? У меня телефон же есть. А у вас? Мне тоже телефон. Такое время может телефоном. Если честно, конечно, все ребята все читают. Вопрос касается травм. У меня разрыв медиальных менисков. Как сделать так, чтобы профилактика шла более уверенно, что ли? Потому что уже год прошел с момента операции, а Ну, вообще после операции. И это тоже через 20 лет у вас в обеих коленях. И мне говорили, я просто После победы атак стараюсь, наоборот, эти мысли отогнать. это психологический такой момент, который вот, сильно волнуешься, ты перегораешь, выходишь весь ватный, мышцы ватные, не можешь бороться, выложиться не можешь. И вот так я вообще пух-прах проиграл. И, наверное, это единственный случай был, когда вот мой тренер очень сильно меня это молил, чтобы это он тебя, за тебя вышел, выиграл, и все. Я вот такой, так говорю, а так, чтобы ходить молиться, нет. И Делает так. Верит в каждую победу, тебя выигрывает, там, сколько тренируется, там, верит, Давайте в себя верить. Главное, чтобы вы... Сейчас, Баджи, я хочу слушать. Это домой. Завидуете.